Этим летом первая молодежная инклюзивная организация начала работу как инициативная группа неравнодушных людей, а продолжает деятельность в качестве благотворительного фонда, желающего помогать инклюзивной молодежи интегрироваться в общество. Первую цель, что я поставила в данной организации, это собрать инклюзивную молодежную организацию. Эта цель у нас выполнена. У нас собралась замечательная инклюзивная команда. И нам сейчас необходим наше помещение, офис, где мы будем встречаться, проводить различные мероприятия. Так как мы встречаемся только на выездах, в проведении различных экскурсий, только таким способом мы имеем возможность общаться между собой. Но это тяжело. На одних экскурсиях проводить различные встречи – это очень тяжело, поэтому мы были в поиске помещения. По словам Рады Халваш, собственное пространство необходимо организации не только для офисной деятельности и непосредственно работы, но и для досуга особенных ребят, для их комфортного времяпрепровождения и социализации. Не только просто помещение, где мы будем проводить различные мероприятия, встречаться с молодыми людьми, проводить время, но и как под офис. Так как мы также направлены на благотворительность, у нас организация на стадии оформления как благотворительного фонда. У нас много целей, много задач, которые мы должны будем над ними работать и реализовать их. Это помогать детям, людям интегрироваться в социум, а также помогать нуждающим, также с реабилитацией или же там с покупками какой-то там оборудования, техники и так далее, что необходимо для детей и молодых людей с хроническими особенностями здоровья. Как отметил заместитель председателя фонда Анрид Скуа, работа молодежной инклюзивной организации особенно важна для представителей инклюзивного сообщества, которым необходима поддержка социума. В планах фонда также проводить для инклюзивной молодежи экскурсии по Абхазии. 2 в Гагру и в Новый Афон организация уже провела в этом году. Цель нашей программы, чтобы люди с ограниченными возможностями принимали участие в социальном мире. То есть в нашем фонде будут принимать участие люди с ограниченными возможностями и люди без ограничений. Ведь некоторые люди, которые сидят дома, они нигде не работают, им нужно работать и принимать участие в социальной жизни. Цель нашей программы распространить инклюзивность по всей территории Абхазии. Благотворительному фонду оказывали помощь многие организации и правительственные учреждения, например, Государственный комитет по делам молодежи и спорту. К нам в текущем году обратилась молодая, энергичная Рада Халваш. Те мероприятия, которые нам было известно, мы оказали ей поддержку. И видно было, что дети, они были воодушевлены тем, что оказывается такое внимание. Они должны чувствовать себя частью того общества, в котором мы живем. Роман Скуа отметил, Госкомитет по делам молодежи и спорту и дальше будет поддерживать благотворительный фонд и, конечно, призывает присоединиться и другие учреждения. Мы очень рады, что сегодня у нее появилась такая возможность снять помещение. Ну, конечно же, в дальнейшем она нуждается в большой поддержке. Со стороны Госкомитета мы также всячески будем поддерживать ее, но в то же время и призываем всех неравнодушных оказывать Раде Халваш и всем ее сподвижникам поддерживать посильную помощь. Заходя в еще не оформленное, не обставленное пустое помещение, участники и сотрудники фонда мечтательно размышляют. В том углу будут стоять диванчики, здесь кресло, а тут большой стол для всех. Дело остается, как отметила Рада Халваш, за малым – привлечь спонсорскую помощь для обустройства уютного и комфортного пространства для инклюзивной молодежи. Нам сейчас необходима помощь в оборудовании нашего помещения.
Нам нужна мебель, а также техника. Мы просим народ, коммерческие организации, бизнесменов, предпринимателей, всех неравнодушных людей, чтобы нас поддержали, и чтобы из этого помещения мы сделали уютное гнездышко, где в первую очередь молодежь с ограниченными можливостями здоровья будут иметь возможность выйти из дому и приехать сюда к нам и провести время вместе с нами. Благотворительный фонд планирует проведение множества мероприятий, оказание помощи инклюзивной молодежи и многое другое. И в этом им нужна поддержка. Ведь что может быть важнее, чем творить добро? Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.